Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Первым делом проект, далее инвестиции. Юрий Трутнев провел совещание по освоению золоторудного месторождения Кючус. Награды ковидного времени. Сотрудники Роспотребнадзора Республики награждены орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Самая главная акустика. Маэстро Валерий Гергиев провел долгожданный концерт симфонического оркестра Мариинского театра. Накануне в реке удалось обнаружить тело одного из пропавших мужчин. Поиски продолжаются. Как мы уже сообщали, 5 ноября отделение службы спасения Усть-Куйга поступило сообщение о том, что 30 октября двое мужчин 1984 и 1967 годов рождения выехали на снегоходе «Буран» из поселка Усть-Куйга вверх по реке Яна в сторону участка Кючуса и не вернулись. 11 ноября при обследовании дна в 5 метрах ниже по течению реки от места провала подо льдом был обнаружен рюкзак одного из пропавших и сапоги. На реке Лени лед встал с опозданием на месяц. Об этом сообщают в Хангаласском отделении гидрометеослужбы. Причина опоздания ледостава – теплый ноябрь. В середине прошлой недели температура воздуха была всего -3 градуса, и только к выходным ударили 20-градусные морозы, после чего лед на реке начал укрепляться. В это же время начались пешие переходы по реке. Сейчас толщина льда составляет от 7 до 30 сантиметров. Река промерзла неравномерно. Есть открытые участки воды в районе Махсоголоха и Актемцев. Гидрометеослужба предупреждает, выход и выезд на неокрепший лед опасен для жизни и здоровья. Раньше где-то числах 4-5 и заходили так. А в этом году очень опоздало. Ну, главное, что встала. В этом году, да, река у нас стала намного позже. Она опоздала практически на месяц, наверное, почти. В прошлом году, допустим, уже в это время силами работников Автодора, и они уже пробивали дорогу, делали. Но в этом году у нас все намного сложнее. Наверное, будет где-то примерно к середине, может, к концу декабря только откроется ледоправа. Да. Юрий Трутнев провел совещание о реализации инвестпроектов в Якутии. На совещании обсуждалась реализация инвестиционных проектов по освоению золоторудного месторождения Кючус в Устьянском и Верхоянском районах и комплексного развития ресурсной базы «Якутский газовый проект». По словам главы Якутии Айсена Николаева, один из важнейших вопросов для освоения золоторудного месторождения Кючус – создание инфраструктуры. Месторождение занимает 2-е место в минерально-сырьевой базе республики по запасам рудного золота. Расположено на границы Устьянского и Верхоянского районов. Это самый крупный инвестпроект горнодобывающей отрасли в арктической зоне республики. Кроме того, появится возможность вовлечь месторождение с запасами не менее 10 тонн рассыпного золота. Это позволит укрепить позиции Якутии в тройке регионов по добыче благородных металлов, создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления. Общая ежегодная выручка компании резидентов якутского IT-парка достигла отметки в $1 миллиард рублей. Отметим, количество резидентов IT-парка составляет 108, ими создано 294 рабочих места. Общая ежегодная выручка резидентов составляет $1 миллиард рублей. И эта цифра ежегодно растет. По словам главы республики, учитывая растущий спрос на IT-продукцию во всех отраслях, Якутия запускает проект «Квартал труда». И самое главное, что в республике удалось создать такую обстановку, когда у людей есть возможность проявлять свою креативность. Всего в области высоких технологий работает сегодня 3500 человек. Еще 3 года назад эта цифра была в 3 раза меньше. А перспективы, Айсен Сергеевич говорит о том, что к 2024 году он считает, что эта цифра может вырасти до 10 тысяч. Причем это высокооплачиваемые рабочие места, и это рабочие места, которые позволяют людям действительно проявить свой интеллект, свою креативность. Ну и помогают развивать высокие технологии в Российской Федерации, что считаю крайне важным.
Юрий Трутнев вручил ордена Пирогова и медали Луки Крымского сотрудникам организации Роспотребнадзора Республики. Орден Пирогова получили заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Валентина Григорьева и начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Юрий Степанов. Медалью Луки Крымского отметили главного специалиста, эксперта отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Эльвиру Земкину, главного специалиста, эксперта отдела эпидемиологического надзора Оксану Игнатьеву, старшего специалиста первого разряда отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Александра Тихонова. Современные методы лечения ревматологических заболеваний – это главная тема симпозиума с участием ведущих ревматологов страны и практикующих врачей республики. Мероприятие проходит в рамках 12-го национального конгресса экологии и здоровья человека. Ревматологическими заболеваниями в целом в стране поражены примерно 20 миллионов человек, а в республике около 30 тысяч граждан. В Якутии наблюдают увеличение рождаемости. Нерюнгринский район занимает 3-е место по количеству новорожденных. Ирина Кичигина продолжит тему. За 10 месяцев текущего года в Нерюнгринском роддоме появились на свет 524 малыша. Из них 277 девочек и 247 мальчиков. В 4 семьях родились двойни. Встречаются семьи, где новорожденный стал уже 7-м или даже 8-м ребенком. В 2021 году рождаемость в Нерюнгринском районе остается на уровне прошлых 3 лет. Увеличение рождаемости на сегодняшний день – это одна из приоритетных задач нашего государства в сфере здравоохранения. И правительством Российской Федерации, и правительством Республики Саха для решения вопросов охраны материнства и детства, для увеличения рождаемости, конечно, проводятся колоссальные мероприятия. Это и улучшение качества оказания медицинской помощи нашим будущим мамочкам и деткам. Это и меры социальной поддержки, которые позволяют нашим мамам и семьям планировать 2-го, 3-го или последующих детей. После того, как маму вместе с малышом выписывают из родильного дома, родителям предстоит зарегистрировать нового гражданина в ЗАГСе и получить первый документ, удостоверяющий личность. Для его получения родителям необходимо предоставить паспорта, свидетельство о браке, справку из роддома и согласие в письменном виде о том, что имя ребенка согласовано. Среди большого разнообразия имен чаще всего встречаются Александр, Иван, Марк, Артем, Дмитрий, София, Мария, Виктория, Алена и Яна. Редкими именами называют такими, как Семен, Лев, Федор, Кирилл, Валентина, Любовь, Юлия, Ольга, Нина. Необычные имена Доминика, Николь, Юнесса, Изабелла, Елена. Год еще не закончился, и до его завершения еще не раз счастливые родители придут в ЗАГС, чтобы дать имя своему новому члену семьи. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Накануне в Якутске состоялся долгожданный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством народного артиста России маэстро Валерия Гергиева. Со сцены Якутского театра оперы и балета прозвучали знаменитые произведения Шостаковича. Этот уникальный концерт состоялся в рамках мероприятий к столетию Якутии, утвержденных полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, и стал стартом культурной программы, посвященной столетию якутской автономии в целом. После концерта глава Якутии наградил Валерия Гергиева знаком «Гражданская доблесть». В свою очередь маэстро рассказал о сотрудничестве Мариинского театра и Якутии. Также Валерий Гергиев отметил важность строительства арктического центра. Здесь настолько важнейший и не только для республики, а для всей Российской Федерации проект, который должен быть реализован очень успешно. У нас большой опыт есть создавать концертные залы, строить новые театры и работать не только над, скажем так, вопросами строительства или вопросами технического совершенства или технического оснащения, но самое главное – это залы, приспособленные для музыкального, высококлассного прочтения лучших исполнений классики, произведений, написанных и 100 лет, и 200, и 300 лет назад, акустика.
21 ноября 1991 года состоялась первая репетиция Государственного концертного оркестра Якутии. Бывший самодеятельным, сегодня коллектив является легендарным. Он известен как в Якутии, России, так и за рубежом. Успехами и планами музыканты поделились с нашими корреспондентами. У артистов Государственного концертного оркестра Якутии идет репетиция. Духовые, ударные, симфонические и народные инструменты образуют то исключительное единство, которое делает коллектив уникальным. Сегодня в оркестре 30 музыкантов. Примерно треть артистов стояла у истоков образования коллектива. У нас коллектив очень дружный, как одна большая семья. Каждый день рождения, например, у артиста, когда артист приходит, всегда играет, мы всем коллективом играем тушь. Например, такая у нас есть традиция замечательная. И сразу же праздничное настроение получается не только у именинника, но и у всего коллектива. Первая репетиция оркестра состоялась 21 ноября 1991 года. Сегодня в репертуарной книге около 1500 произведений. Первоначально бывший самодеятельным, сегодня коллектив является легендарным. Он известен не только в республике, но и в России, а также за ее пределами. Мы проехали практически по всей стране. А потом мы были первым коллективом, который и дальневосточный, да, на Дальнем Востоке были гастроли у нас. Вдохновение артисту, как известно, дарят слушатели. Охватившая мир пандемия в одночасье оборвала возможность полноценного общения и взаимодействия со зрителями. И на пороге 30-летия Государственному концертному оркестру Якутии пришлось осваивать новые формы работы. Мы свою работу не прекращали ни в период карантина, когда был город Алдан закрыт. Мы освоили новое направление. Мы стали записывать сначала видеоролики, как вот... В принципе, наверное, музыканты по всей стране, да, каждый из своего дома. Потом мы стали снимать видеоклипы, которые тоже очень полюбились не только нам самим, да, и жителям республики, но и пользуются большим успехом за пределами. За 30 лет создан репертуар, сложены традиции, покорены высоты и завоеваны сердца слушателей. Гастроли и концерты, творческие проекты и саморазвитие. На 2022 год у артистов планы грандиозные, а заветной остается одна мечта. Для того, чтобы мы могли еще более эффективно и продуктивно работать, конечно же, нам нужен концертный зал, когда мы не будем зависеть ни от кого и подстраиваться под график тех мероприятий, которые есть у этих площадок. Этот зал должен соответствовать всем требованиям. Обязательно он должен быть акустическим, чтобы зритель мог слышать звук таким, каким он должен быть, и воспринимать чистый, не обработанный, не металлический, а вот такой, как вот в лучших концертных залах мира. Акустический концертный зал откроет новые горизонты творчества и гармонии музыки, а также позволит оркестру принимать приезжающих в Алдан с гастролями артистов. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.